Друзья, всем привет! Мы в Анталии, на улице 40 градусов жары, но мы прилетели сюда эксклюзивно ради того, чтобы показать вам абсолютно новый Hyundai Bayon. Это компактный кроссовер в модельном ряду Hyundai, и он впервые сейчас появляется в Казахстане. Устраивайтесь поудобнее, сегодня расскажу вам про комплектации, цены, агрегаты и, в общем, все то, что вы любите. Поехали! Что явно отличает его по дизайну, например, от всех остальных моделей Hyundai, это двухэтажная оптика, которая сверху выполнена в виде светодиодных дневных ходовых огней, между ними черная глянцевая вставка, и даже немного это нас отсылает к его старшему брату Hyundai Staria. Если вы помните, у него тоже большая светодиодная полоса, которая вот также перекликается по дизайну с автомобилем Hyundai Bayon. Чуть ниже находится блок фар ближнего света. Это светодиодные рефлекторные фары. Причем эти фары встречаются во второй и третьей комплектации из трех представленных на нашем рынке. Ну а в базовой комплектации Bayon оснащается линзованными галогенными фарами. Также ярким элементом дизайн-кода Hyundai спереди является большая решетка радиатора, черная глянцевая. Опять же, во второй и в третьей комплектации в базе она выполнена из цвета черный мат. А сбоку мы тоже видим яркие элементы нового дизайн-кода «Чувственная спортивность». Это острые грани, которые пересекаются на боковых дверях спереди. С задней стойки они совмещаются. И задняя стойка Hyundai Bayon, по мнению дизайнеров, должна напоминать немножко оконечник стрелы. При этом в топовой комплектации здесь будут 17-е колесные диски с параметрами резины 205/55. Ну а в базе будут 16-е легкосплавные диски. Также хочу обратить внимание, что сзади здесь дисковые тормоза. Ну и в задней части автомобиля завершается образ чувственной спортивности. Светодиодные фонари здесь выполнены в виде бумерангов и соединены они единой светодиодной монобровью. Визуально кажется, что это все стекло. На самом деле стеклянная часть только сверху. Это черный глянец в крышке багажника. Ну и, соответственно, серая накладка на нижней части бампера здесь уже идет по умолчанию и завершает образ чувственной спортивности от Hyundai. Чудеса монтажа, и мы уже в Казахстане, на заводе Hyundai Trans Казахстан в Алматы, где уже налажен выпуск этого нового Hyundai Bayon. И это у нас, кстати, максимальная комплектация в фирменном цвете Mangrove Green. На нашем рынке будет представлены 9 вариантов окраски кузовов. 7 из них это двухцветная окраска кузова, когда крыша будет черная глянцевая, а остальная часть автомобиля будет выполнена в одном из фирменных цветов, включая вот этот яркий Mangrove Green. Чтобы легче представить размеры Bayon, немножко расскажу вам про габариты автомобиля. Его длина составляет 4 метра 18 сантиметров, ширина 177,5 сантиметров, а высота 1,5 метра. При этом колесная база составляет 258 сантиметров, что делает его ярким представителем класса компактных кроссоверов в современном мире. И если говорить про интерьер Hyundai Bayon, вот он достаточно компактный на самом деле кроссовер, но даже мне с моим немаленьким ростом 187 сантиметров удалось разместиться здесь на водительском сиденье достаточно удобно. И это отчасти благодаря тому, что в максимальной комплектации Bayon на нашем рынке устанавливаются спортивные передние сиденья с четко выраженной боковой поддержкой как подушки передних сидений, так и спинок передних сидений. При этом есть регулировка руля как по высоте, так и по вылету, что достаточно редко встречается в автомобилях этого класса. Сам руль имеет 4 спицы, обтянут кожей и зеленую прострочку, причем такие зеленые акценты также встречаются по салону, на сиденьях, на картах дверей. Также опционально доступен двухцветный светлый салон. Хочется отметить, что во всех трех комплектациях Hyundai Bayon на нашем рынке оснащается достаточно богатым набором опций, в который входит автоматический ближний свет, датчик дождя, обогрев передних сидений, обогрев руля, климатическая система, USB-гнезда для зарядки гаджетов, бесключевой доступ, push-start. В общем, минимальный набор приятных опций идет даже в базовой комплектации. Верхняя же отличается тем, что устанавливается большой дисплей мультимедии, большой дисплей цифровой панели приборов и еще несколько интересных опций, в список которых входит беспроводная зарядка для смартфона, подключение смартфона через Apple CarPlay и Android Auto к мультимедии. В максимальной комплектации это осуществляется с помощью кабеля, а в предыдущих двух комплектациях ваш смартфон подключится к мультимедии по воздуху. И хочется заметить, что Bayon в максимальной комплектации оснащается
полным пакетом электронных помощников Smart Sense, а это адаптивный круиз-контроль, контроль полосы движения, контроль слепых зон, камера считывания дорожных знаков и многих других электронных помощников, которые сейчас очень актуальны в современном мире не только для движения по городу, но и по трассе на дальние расстояния. А теперь самое интересное, мы проедем по тестовому полигону завода Hyundai Trans Kazakhstan. На самом деле эти препятствия проезжают специально обученные люди, но нам разрешили проверить подвеску, ну и рулевое управление на новом Hyundai, чтобы рассказать вам, зрителям. Сейчас мы проезжаем диагонально расположенные лежачие полицейские, потом будет у нас брусчатка, и вот это самое интересное. Сейчас мы слушаем работу амортизаторов. Смотрите, без лишних звуков. Четко настроена подвеска под наши дороги. И это как раз отличительная черта Bayona, который выходит на наш рынок. Далее у нас идет тест ABS. Широкий вход в поворот. Тут мы смотрим наклон кузова, крены. И здесь максимальный разгон до 70 км в час и тормоз в пол. То есть мы смотрим, как отрабатывает система ABS. Электронные помощники сразу включили аварийный сигнал о том, что у нас было экстренное торможение. Ну и в целом, как мы сейчас вместе убедились, настройка подвески под наши условия эксплуатации присутствует. Достаточно хорошо контролируемая рулежка, потому что это компактный автомобиль небольшого размера и нету какой-то вот пресловутой сноси задней оси, что часто встречается у конкурентов в этом классе. На нашем рынке Hyundai Bayona оснащается одним видом бензинового двигателя объемом 1,4 литра, который выдает 100 лошадиных сил и 134 ньютон-метра крутящего момента. Агрегатируется он шестиступенчатой классической автоматической коробкой передач и передним приводом. Объем багажника Hyundai Bayona составляет 411 литров, при этом есть интересное такое решение с полкой багажника. Она по направляющим уходит вдоль спинок задних сидений, и у вас открывается полноценный доступ до полного объема багажника. При этом под полкой у нас находится еще органайзер, и под органайзером запасное колесо в виде докатки. Таким образом, на нашем рынке появился новый компактный кроссовер с современным стильным дизайном и весьма внушительным набором опций даже в базовой комплектации. К тому же выпуск этой модели теперь налажен на нашем заводе Hyundai Trans Kazakhstan у нас в Алматы. Можно пересмотреть множество обзоров, но, как известно, лучше прочувствовать автомобиль самому. Поэтому я приглашаю вас к дилеру Hyundai в вашем городе, чтобы пройти тест-драйв на этот автомобиль и тем самым принять участие в розыгрыше билетов на чемпионат мира по футболу в Катаре в этом году. Поездка на чемпионат мира включает в себя билет, перелет и проживание. Розыгрыш состоится с 10 по 30 сентября 2022 года. Ну а также я напоминаю вам, что при покупке нового Hyundai вы получаете 5 бесплатных ТО на протяжении 50 тысяч километров или 5 лет. Гарантия на автомобиле Hyundai составляет те же 5 лет или 100 тысяч километров, что наступит ранее. Вот такой новый Hyundai Bayona, который очень скоро поступит на наш рынок. От себя же хочу добавить, что любое увеличение модельного ряда – это всегда хорошо для нас, конечных потребителей. У нас с вами больше выбора. Если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться на наш канал, потому что мы подготовим для вас большой тест-драйв, когда эта новинка придет на наш рынок. Ну и напишите мне в комментариях, как вам новый Hyundai Bayona и какой вы ставите прогноз на его продажу на нашем рынке. Все, всем до встречи, пока!